Стоимость проезда, пробки на дорогах, как разгрузить дороги, вопросы, которые волнуют общество. Какие изменения ждут, будем обсуждать с начальником управления транспорта Министерства экономики Астамуром Ганба. Он у нас в гостях. Астамур, рады вас видеть в нашей студии. Начнем, наверное, с тарифов, с последних новостей, если говорить вообще о стоимости. Сейчас мы увидели новость о том, что временно повышен тариф до 50 рублей. Мы имеем в виду тариф на маршрутные такси в внутригородских маршрутах. Да. Вообще, как формируется тариф? Из чего вы исходите в Министерстве экономики? Тариф формируется из себестоимости и рентабельности перевозки. Соответственно, основными затратами при формировании себестоимости перевозки выступают такие затраты, как топливо, смазочные материалы, стоимость шин, норма износа шин, НДС, в частности, амортизация на само транспортное средство, накладные расходы, в частности. То есть это все прямые и косвенные затраты. Они суммируются, полученная цифра делится на плановый годовой пробег, и таким образом мы получаем себестоимость 1 километра пробега. Затем указанную сумму, уже с учетом рентабельности, мы делим на количество посадочных кресел в транспортном средстве, в зависимости от наполняемости транспортного средства. И получаем, используя вот такую формулу, конкретную стоимость проезда на 1 пассажирокилометр. Вместе с тем, постановление правительства, которое буквально недавно на днях было принято, оно регулирует как раз-таки тарифы на 1 пассажирокилометр, в частности, по пригородным и междугородним маршрутам. И любой желающий, будь то гражданин или непосредственно перевозчик, ознакомившись с постановлением, умножив, конкретный тариф на конкретную протяженность конкретного маршрута, получает реальную стоимость перевозки. Если позволите, пример приведу. Вот в отношении, скажем, рейса Сухум-Псоу протяженностью 109 километров умножается тариф, который на междугородних маршрутах установлен в размере 3,72 рублей. Получается цифра в размере 405 рублей. Но, как правило, принято округлять эти цифры, и конкретный потребитель, пассажир платит 400 рублей по конкретно этому маршруту. Вот таким вот образом, в принципе, высчитывается тариф на соответствующую перевозку. То есть экономическое обоснование всегда есть, но иногда мы сталкиваемся с такой практикой, когда сами перевозчики вначале устанавливают этот тариф, а потом граждане начинают бить тревогу, и потом уже приходит решение от Кабмина, от Министерства экономики. Вот, честно говоря, конкретно по текущей ситуации, могу сделать следующее заключение. Мы сами мониторим, цены на топливном рынке в Республике Абхазия. Вместе с тем мы получили, обращение автотранспортного предприятия города Сухум относительно возможности пересмотра существующих тарифов. И эту работу мы проделываем на протяжении 2-3 последних недель. И не исходя из, мы эту работу проделали не исходя из поднятия тарифов, самовольного поднятия тарифов непосредственно перевозчиками, а исходя из ситуации на рынке смазочных материалов, на рынке запчастей, на топливном рынке в том числе. Эта работа проводится на протяжении 3 недель. И да, после уже обращения автотранспортного предприятия города Сухум, после уже начала разработки соответствующего проекта, стали выявляться случаи самовольного повышения стоимости на соответствующий проезд общественным транспортом. Принятие проекта постановления не связано с самовольным повышением стоимости. Оно связано с ситуацией на рынке и конкретными расчетами, проведенными специалистами в Министерстве экономики. Но сейчас есть информация о том, что временно повышен тариф в Сухуме. Что касается других маршрутов по Абхазии, там приняты какие-то решения или пока рано об этом говорить? Постановление, принятое, на днях, оно в принципе целиком носит временный характер. В отношении как и внутригородских перевозок, так и пригородных и междугородних.
То есть не только город Сухум в данном отношении, данным постановлением регулируется, но и, в принципе, все перевозки пассажиров автобусами и микроавтобусами в том числе. Означает ли это, что может быть понижен этот тариф? Да, разумеется. В случае изменения экономической ситуации? Разумеется, в случае, если ситуация на топливном рынке изменится существенно, то соответствующие тарифы будут вновь пересмотрены, конечно. Вот если посмотреть на предыдущий, допустим, 25-й год, на аналогичный период стоимость дизельного топлива составляла 67,5 рублей. На момент рассмотрения, значит, пересмотра тарифов, да, стоимость дизельного топлива составляла 87 рублей, то есть по факту повышение на 20 рублей зафиксировано. То есть, да, в случае, если ситуация изменится в лучшую сторону, тарифы будут пересмотрены повторно. Хорошо, а как перевозчики контролируются? Вот рейдовые мероприятия, вы рейды провели совместно с ОБЭП. Это разовая мера или такие акции будут продолжены, или какие-то другие формы контроля? Как вы отслеживаете вообще ситуацию? У нас планируется комплекс рейдовых мероприятий. Да, мы провели рейд совместно с ГАИ, совместно с ОБЭП. Были выявлены нарушения, были выписаны протоколы. В частности, если позволите, значит, немножко конкретики, было выписано 3 протокола по факту выявления нарушения ценообразования. Я имею в виду самовольное повышение тарифов. Порядка 7 протоколов было выписано в отношении перевозчиков за незаконное предпринимательство. Здесь подразумевается в отсутствии действительных документов, выдаваемых Министерством экономики, это карточки учета водителя транспортного средства, или отсутствие путевого листа. То есть вот такие факты были выявлены, и рейдовые мероприятия планируется в дальнейшем продолжать. Я, правда, не скажу, когда. Пусть это должно быть более сюрпризом. эффективно, чтобы это да, было. Чтобы это было не более предупреждать эффективно. Водителей. К другой тоже не менее важной теме, пробки. Все чаще мы становимся, да, свидетелями пробок не только в Сухуми, но и в других частях Абхазии. Как вы вообще оцениваете вот такую транспортную ситуацию в Абхазии? Насколько она сложная, на ваш взгляд? Ну, в принципе, автодорожная инфраструктура на текущий момент справляется с ситуацией, значит, на дорогах Абхазии. Пробки, они в основном формируются из-за парковки не в положенном месте, из-за расположенных вблизи автомобильной дороги, значит, торговых объектов. Но основная, конечно, причина – это низкая пропускная способность автодорожной сети. И здесь необходим комплексный подход. Если позволите, приведу пример в отношении администрации города Сухум. Недавно совместно с Министерством экономики проводилось совещание с привлечением специализированной транспортной компании из Российской Федерации. Она как раз специализируется на, значит, городском транспортном планировании. То есть, говоря простым языком, это анализ существующих проблемных участков, поиск решения и предложений, значит, по оптимизации существующей дорожной сети, улучшения, значит, пропускной способности. И вот такую работу в отношении города Сухум в настоящее время проводится. Вместе с тем, в случае, значит, реализации этих мероприятий, успешной реализации этих мероприятий, соответствующий опыт планируется применять и в отношении других районов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. Но о чем там может быть идти речь? Вряд ли это строительство новых дорог, потому что сложно сейчас даже в Сухуми представить. Ну, вот если позволите, буквально в районе, значит, республиканской больницы администрацией городом Сухум проведен там комплекс мероприятий, увеличена пропускная способность, и это значительно сказалось на ускорении движения транспортных средств на этом участке. Аналогичные могут быть, соответственно, предложения, возможно, изменение, значит, движения маршрутов, значит, общественного транспорта. То есть вот такие какие-то, такого характера предложения могут поступить. Вот у республиканской больницы вы сказали, я, как житель Сухума, эти изменения не почувствовала. Объясните, пожалуйста, какие эти изменения, может, таких, как я, тоже много сейчас среди наших слушателей? Там действительно сложная ситуация на этом участке.
Ну, не вдаваясь в подробности, насколько, значит, мы могли лицезреть, там немного увеличили, значит, ширину дополнительную, да, и это сказалось. Может, на ваш взгляд, незначительно, но пропускная способность увеличилась. Да, требуется комплексный, опять-таки, подход, нужно проводить анализ не только данного участка, но в целом всей, значит, транспортной системы, автодорожной сети города Сухум и в целом Республики Абхазия. Если по нашим сотрудникам посмотреть, которые сюда добираются на работу в центр города из нового района, например, они говорят, с удовольствием бы не ездила сюда на машине, и если бы общественный транспорт достаточно быстро, я могла бы добраться, а сейчас вот в пробке приходится стоять, если утром ты к 9 выезжаешь. Может быть, если бы общественный транспорт в разных точках города хорошо работал, быстрее наполнялись маршрутные такси, ты в разные точки быстро мог в любое время суток добраться, может быть, это бы позволило и разгрузить в том числе дороги. Общественный транспорт также в заторах стоит, понимаете, здесь... Ну, может, машин меньше было бы, общественный транспорт может мог быть, бы... если бы люди чаще пользовались общественным транспортом, да, это бы сказалось в том числе на, значит, улучшении ситуации на автодорогах. Это имеет место. Но есть какие-то, может быть, решения по увеличению возможностей общественного транспорта, расширения географии, да, можно так сказать, если... Понятно. Значит, вот, к примеру, между правительствами Республики Абхазия и России подписана рабочая карта развития транспортной отрасли. Одним из мероприятий этой рабочей карты, значит, отражено положение о приобретении городского наземного транспорта дополнительно. То есть это мероприятие, значит, запланировано к реализации в 2027 году. На текущий момент Министерство экономики совместно с Минэкономразвития России занимается поиском источников финансирования. Это тоже значительно повлияет на дорожную инфраструктуру, точнее, на ситуацию на дорогах. Если подробнее об этой карте развития говорить, она на 2 года рассчитана, 25-27 год. В прошлом году она была подписана, сейчас уже где-то в середине пути мы находимся. Чего еще ждать в рамках этой карты? Какие еще интересные решения мы сможем Очень увидеть? многие, значит, положения и пункты этой рабочей карты уже были реализованы. В частности, значит, завершение строительства аэропорта Сухум. Как мы знаем, вот буквально недавно, в текущем месяце, открылся исторический терминал, который будет обслуживать вид пассажиров. Завершение принятия нормативно-правовых актов, связанных, ну, в области гражданской авиации, связанных с аэропортом. И на уровне правительства, и на уровне уполномоченного органа в области транспорта приняты порядка 40 нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу деятельности. Это и сертификации, и обеспечение авиационной безопасности, и ряд иных направлений. То есть вот такие положения рабочей карты уже реализованы. Одним из, значит, пунктов рабочей карты значится обеспечение безопасного курсирования поездов на железнодорожной сети Республики Абхазия. В этом отношении тоже есть значительные успехи. В частности, по поручению президента Бадры Зуравовича Гунба проведены масштабные работы, значит, по капитальному ремонту верхнего строения пути в Восточной Абхазии, в Ачимчирском направлении. Значит, построены километры, несколько километров новых, значит, железнодорожных линий. В частности, на станции Ачимчира проложили путь протяженностью 950 метров. В целом, значит, проводится на ежеквартальной основе проводится мониторинг состояния железнодорожной инфраструктуры. Это специализированная техника, вагон-путеизмеритель, который показывает реальную картину, реальное состояние железнодорожной сети. И вот по последним показателям оценка, скажем, на участке Сухум-Псоу составляет 4,24%, не процента, а балла из 5 возможных баллов. То есть это достаточно высокий уровень, и который нам говорит о очень хорошем качестве и состоянии основной инфраструктуры железнодорожной. Но еще же очень важная задача эти инфраструктурные объекты новые объединить.
эти транспортные узлы объединить общественным транспортом. Очень важно с точки зрения развития туризма. Вот туристы приезжают, они должны из одной точки попадать в другую, там, с вокзала, попадать в центр города, попадать в села тоже. Вот такое развитие рассматривается в дальнейшем с перспективой роста турпотока? Да, в рамках той же рабочей карты значится мероприятие по доведению электропоезда «Ласточка» до аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арцеба. Это достаточно масштабные мероприятия, требующие значительных трудовых и значительных финансовых ресурсов. В настоящее время в Министерство транспорта Российской Федерации направлено, письмо с отражением перечня необходимых работ. Это в том числе электрификация данного участка, замена 9 километров существующих железнодорожных линий, путей. Это строительство тяговых подстанций, обеспечивающих электроснабжение данного участка. И ориентировочная стоимость также в этом документе отражена. То есть в настоящее время Министерство экономики Абхазии и Минэкономразвития России занимаются определением источников финансирования указанных мероприятий, потому что это достаточно затратный проект, по всем параметрам. По всем параметрам проект, да. Но это как раз-таки позволит нам связать нашу воздушную гавань с железнодорожной инфраструктурой. Туда заходит, я имею в виду в аэропорт Сухум заходит общественный транспорт, то есть есть и автомобильное сообщение, будет железнодорожное, и вот такой очень достаточно удобный, связанный такой узел, транспортный узел. Астамур, и последнее, год села в Абхазии. У меня в процессе разговора возник вопрос о том, как расширить возможности транспортные для жителей сел. Все-таки в некоторые села транспорт, он есть, но редко ходит, и это тоже один из показателей, для людей, школы, возможности заработка, бизнеса, и транспортная такая доступность тоже играет немаловажную роль. Поэтому, может быть, с этой точки зрения подумать о том, как привести людей, нужно создать условия, в том числе транспортные, чтобы люди могли легко передвигаться из села в город, переезжать, там детей, кто-то в школу. В этом отношении какие-то новости есть? Будет ли расширяться? Вот в этом направлении работа продолжена? Дело в том, что на автотранспортные предприятия, перевозчики, которые заключили с ними трудовой договор, они работают с собственными транспортными средствами, со своими частными автомобилями. И осуществляют перевозку, исходя из экономической целесообразности. И перевозка полупустого автомобиля, она экономически нецелесообразна. Это решение, в принципе, возможно, но представляется затруднительным, без соответствующей государственной поддержки, без программ государственной поддержки. И государству, наверное, пока на этом этапе тоже невыгодно. Тут какой-то замкнутый круг получается. Пока нет людей, государству невыгодно. А людей не будет, пока все условия не будут созданы. В общем, такая сложная, непростая ситуация, но будем надеяться, что и вот такие решения, они будут найдены. Астамур, благодарю вас за беседу, за информацию. Вам. Спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был начальник управления транспорта Министерства экономики Астамур Бганба. Мы говорили о том, как разгрузить дороги и о тарифах на общественный транспорт.